Сегодня 18 июля 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality в YouTube и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Пока смотреть безопасно. Смотреть безопасно. Что еще? Короче, перехожу тогда сразу к сообщению от Генерального штаба, если что-то я не забыл. Все остальные присоединяйтесь, вы это понимаете и так, все знаете. Сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 18 июля 2025 года. За прошедшие сутки ликвидировано и ранено 1180 русских боевиков, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 135 БПЛА сбито и 111 автомобильной техники и цистерн уничтожено. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Так, что еще? Сегодняшний свой стрим я назвал, сейчас я вам скажу, как я его назвал. Шок. Россия готовится к массированным ударам ВСУ по своим городам. Россия готовится к массированным ударам вооруженных сил Украины по своим городам. С чем я вас, опять же, всех и поздравляю. Сегодня были нанесены массированные дроновые атаки, произошли на Россию. Сбито, по некоторым данным, там 40, по некоторым данным 47 БПЛА, беспилотно-летательных аппаратов. И также сообщается, что Россия усиленно готовится к тому, что после того, как истечет 50-дневный ультиматум Трампа, как он был ультиматум 60-дневный против Ирана, что будут очень мощные атаки. Но до этого уже начинается подготовка и, скорее всего, будут нанесены в ближайшие дни, возможно, недели, но до окончания 50-дневного срока и после 50-дневного срока, если ультиматум не будет принят, будут массированные удары. Вот такие вот дела, друзья. Мы давно предупреждали о том, что находиться в больших городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие, небезопасно, поэтому уезжайте. Для вас это небезопасно там находиться. Приезжайте в деревни, уезжайте на какое-то время. Ну, об этом в другом давайте поговорим. Приветствую тебя, Нохчичу. Я всех, друзья, приветствую. Ну, сейчас я вам тогда немножко новостей накидаю, пока мы тут все собираемся. Сейчас, одну секунду. Ищу для вас.
Ну так, смотрите, ЕС ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, главный удар нацелен на нефтяную отрасль РФ. Каждый пятый евро Украине. Будапешт возмущен планами ЕС по бюджету на 2028-2034 годы. Первая лента пресс-конференции Мерца, ну и так далее, и так далее. Это сегодняшние в Германии судят бизнесмена за возможные поставки шпионской техники в Российскую Федерацию для секретного проекта «Гармония», сообщает телеканал НДР и ВДР, каналы, а также газета Süddeutsche Zeitung. По их данным, перед судом во Франкфурте на Майне предстал 55-летний бизнесмен Александр С. из Нюрнберга. У него двойное гражданство России и Кыргызстана. Его обвиняют в нарушении режима санкций против Москвы. Следствие считает, что две его немецкие фирмы были частью сети, через которую РФ закупала подводные микрофоны, гидролокаторы и другое оборудование для секретной программы подводной разведки «Гармония». Это были товары двойного назначения, которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях. Немецкие фирмы россиянина сотрудничали с компаниями из Москвы и Кипра. Следствие считает, что московские контингенты и контрагенты были связаны с ФСБ. Ну, вот такие вот дела, друзья. Ловят, сажают, и мы уже, наверное, заметили некоторые каналы, YouTube-каналы, TikTok-каналы некоторых российских пропагандистов, которые находились здесь, в Германии, почему-то на время затихли. Что же с ними такое случилось? Может, они в Россию вернулись? Может, и вернулись, не знаю. Ну и, конечно же, про наш любимый WhatsApp. WhatsApp пора приготовиться к уходу с российского рынка, сказали в Государственной Думе фашистской России. Депутат парламента РФ Антон Горелкин заявил, что мессенджер, который ежедневно использует 68 россиян, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. В качестве альтернативы WhatsApp Горелкин предложил пользователям национальный мессенджер Max, который сейчас разрабатывает компания ВКонтакте, то есть Дурова компания бывшая. Ну и Дурова там ничего нет, это все ФСБ принадлежит. И в котором будут верификация пользователя через госуслуги, поддержка цифрового ID и электронной подписи. Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин позднее также заявил, что участь WhatsApp в России предрешена, поскольку он является брешью национальной безопасности. Вот вам, держите. При этом Telegram, вероятно, блокировать не будут. Как-то странно, да? Поскольку он базируется ОАЭ, то есть дружественной России стране. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке, заявил депутат Горелкин. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства к 1 сентября представить предложение по ограничению на использование иностранного программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы из недружественных стран. Многие наблюдатели восприняли это как признак скорой блокировки иностранных мессенджеров. Ну вот, с чем я вас поздравляю. Телеграм остается. Почему он остается, непонятно. Наверное, потому что он в Дубае зарегистрирован. В Дубае. Так, приветствую, юзер. Спасибо за подарок от IM. Да, по-моему.
Вот такая вот интересная загогулина получается. И, конечно, вот про каждый 5-й евро из бюджета ЕС, которым власти Венгрии недовольны. Прямо или косвенно 20% из бюджета Европейского Союза на 28-34 годы, то есть с 28 по 34 годы, предназначено, кому вы считаете? Правильно, Киеву. К такому выводу пришли в Будапеште, изучив предложение Европейской комиссии по новому бюджету на 28-34 годы, заявил корреспонденту Deutsche Welle министр Венгрии по делам Европы Янош Бока перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе. «Я не думаю, что это рационально», добавил венгер. Как именно Будапешт пришел к таким расчетам, Бока пояснил, что помимо 100 миллиардов евро из фонда Украины, Киев будет также пользоваться Европейским фондом мира, сумма которого была удвоена до 31 миллиарда евро, и большая часть этих средств пойдет в Украину. В ответ на замечание корреспондентки Deutsche Welle, что Венгрия блокирует этот фонд, венгерский министр сказал, что речь идет не о практике, а о предложении Еврокомиссии. Кроме того, согласно расчетам Будапешта, бюджет на оборонную промышленность увеличен в 5 раз. При этом одна из его главных целей – поддержка Украины и украинского военно-промышленного комплекса. Внешнеполитический фонд ЕС Global Европа также позволяет финансировать проблемы, связанные с Украиной. Предполагается создание дополнительной кредитной линии, которая, по сути, является неограниченной возможностью с точки зрения финансирования Украины посредством кредитов, добавил Бока. По его словам, Будапешт сложил эти максимальные показатели и рассчитал процент, ориентируясь на общую сумму бюджета в 1 триллион 816 миллиардов евро, предложенного ЕК на 28-34 годы. То есть почти 2 миллиарда евро, ну то 1,8 миллиарда евро, триллиона, извиняюсь, евро, представьте себе. Это получается 180 миллиардов и 360 миллиардов это получается. Представьте себе. Просто задумайтесь, какая сумма. 360 миллиардов с 28 по 34 год, так или иначе, прямо или косвенно рассчитано на Украину. 360 миллиардов на 6 лет. То есть 6 миллиардов в год. Представьте себе, 6 миллиардов в год на Украину будут выделяться. Отличные деньги, украинцы. Вы это заслужили. Правильно. Украина должна быть просто жемчужиной Европы должна стать. Самой крутой, самой красивой страной должна стать Европа. В Европе Украина. Она и так прекраснейшая. А должна стать технологичной, современной, крутой. Эх, покупайте квартиры в Украине, не пожалеете. Видите, сколько бабок выделяется. Ну и от Института изучения войны, Американский институт изучения войны. Избежать принудительной мобилизации в Российской Федерации не удастся. Высокие единоразовые выплаты военнослужащим ослабляют российскую экономику, пишет Американский институт изучения войны в новой сводке. Параллельно с привлечением добровольцев в армию РФ также ставится задача увеличить объемы военного производства, что ведет к росту зарплат в этой области. Конкуренцию между армией и ВПК подогревает высокий уровень потерь на фронте, снижающий число рабочих рук в стране. Да, потеряли руки и уже рук меньше в стране. По оценкам Института изучения войны, 3
При текущем уровне потерь Россия не может бесконечно заменять свои силы на фронте без принудительной мобилизации резервов. Хотя Путин всячески старается избежать этого, российская экономика со временем просто не сможет позволить себе поддерживать все более высокие выплаты новобранцам, отвечает Институт изучения войны. А Россия фактически жжет свечу с двух концов, одновременно ослабляя монетарную политику для стимулирования краткосрочного роста и расширяя фискальные расходы для подпитки военных усилий. Эта стратегия, скорее всего, негативно скажется на российской экономике, ослабив покупательную способность потребителей, обесценив рубль в средней и долгосрочной перспективе и создав более глубокую макроэкономическую нестабильность, пишут американские аналитики. С чем я вас всех и поздравляю. Дроны атаковали Москву и еще несколько регионов Российской Федерации. Мэр российской столицы Сережа Собянин сообщил об уничтожении 4 беспилотников на подлете к городу. По сообщениям российских СМИ, местные жители слышали звуки взрывов, в частности в Истринском районе, рядом с Звенигородом и Зеленградом. Не менее 5 взрывов прогремело в городе Дзержинский Нижегородской области, пишет ШОТ. По словам очевидцев, ПВО работало по БПЛА в районе местной промзоны. Сообщается, что здесь производят в том числе боеприпасы. Кроме того, по данным ШОТ, не менее 4 взрывов было слышно в пригороде Орла. Ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Работу также приостанавливали Калужский аэропорт Грабцево и московские Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они вновь работают. Минобороны РФ заявляет, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 73 украинских дрона самолетного типа. Из них 10 над Московской областью. С чем я опять же вас всех и поздравляю, друзья. Ну, давайте почитаю ваши комментарии. Я смотрю, у нас сегодня стрим, видимо, там запрет идет мощный. Сегодня у нас мало, смотрю я, людей, кто смотрит нас. Сейчас мы потому что... Так, наверное, я думал, знаете что, перейти на Телеграм, чтобы меня было слышно и видно, потому что многие меня не видят. Но, в принципе, меня можно увидеть и в ТикТок. Вот все, кто меня не может найти в YouTube, они могут найти меня в ТикТок. Но в последнее время китайская платформа очень активно меня банит. Видимо, русским пособникам не нравится, вернее, извиняюсь, так низко о Китае, о хозяевах русских имперцев. Китайцам не нравится, что я о них говорю. Так будет точнее. Hun alschuer от дроншцет илатаршдарн. Он мухет. Но чуть-чуть. Ты имеешь в виду нападение сегодня, то, что произошло? Я думаю, Россию будут сносить медленно, методично. Это затянется еще на этот год, на следующий. В этом году, наверное, будут очень большие изменения, такие вот кардинальные изменения. Но эскалация будет продолжаться, на мой взгляд. И в итоге потихонечку, когда уже сами русские уже все взвыли. Ну, то есть, неправильно. Русские ФСБшники уже все взвыли, все стоят в очереди. Они каждый теперь, главное, чтобы Путин их не заподозрил. Вот посмотрите «Радио Свобода». Да, мне просто стыдно за «Радио Свобода», как она себя ведет. Но с другой стороны, может, это такой индикатор сейчас. Он уже не «Радио Свобода», а радиоиндикатор положения внутри ФСБ. Хотя, может быть, это уже так инфильтрирована насквозь ФСБшная структура. Вполне возможно и так. И они пишут там, что ФСБшники, видите ли, жалуются, что простому гражданину ничего страшного,
что если там он легким испугом отделается за что-то, то за любую мелочь ФСБшника карает, ФСБшник будет покаран там тюрьмой, смертью там и так далее. Так что же вы, мои дорогие, так сегодня переживаете? Терпилами себя изображать начали ФСБшники. И Радио Свобода вам, как обычно, в этом помогает, да, получается? Она вас выводит таких бедных. Мне прямо жалко стало, честное слово. Я подумал, да подумаешь, какие-то простые бедные россиянцы. Да что с ними? Они же бесстрашные, и им ничего не будет. А вот вы, бедные, вы же вообще ничего не делали. Вы же не уничтожали чеченский народ массово и поголовно просто. Всем скопом набросившись. Вы не нарушали закон, вы не были хозяевами этой жизни, да, повелителями, держащими Бога за бороду. Да, вы не убивали, не грабили, не коррупционировали все. Ой, теперь что? Вах, 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 как нехорошо. Что случилось, ФСБшники? Вам теперь нужно бояться Путина, чтобы лечь под американцев или англичан. God bless America. Научились говорить? У вас ведь это обязательно. Антиамериканизм является обязательной скрепой для любого офицера. Что такое случилось? Как такое могло произойти? Бедные ФСБшные терпилы. Что ж такое случилось? Но самое печальное, друзья, это я уже не к ФСБшникам говорю, а к своим уважаемым зрителям. Самое печальное во всей этой истории, им начинают верить, не то, что даже им верят, понимаете, ФСБшникам верить, себя не уважать, но они начинают ими пользоваться. А они все отдают, понимаете, военных своих сливают, всю секреты, какие только располагают, сливают. Вот так в очереди стоят в Лондоне. В Лондоне, знаете, организация Ми-6 такая есть, от нее, это английская разведка, и вот в отдел Ми-6 вот очередь стоит до границы от Лондона. Города, столицы заканчивается, оттуда все стоят в очереди ФСБшники. Там масочки одевают марлевые, чтобы их не узнавали. Там некоторые очки надевают, там шляпы надевают. И стоят в очереди. Дождь, снег, они в очереди стоят. Хотят быстрее сдать секреты Родины. Вот такие вот у нас нынешние ФСБшники. Ну, что поделать. Жить всем хочется. Жить и хорошо жить хочется. А ФСБшники хорошо живут. Награбили Россию матушку. Правильно? Правильно. Мы 70 лет копили, ничего в собственности не имели. Наши отцы, деды, бабушки и мамы ничего не имели. Вообще абсолютно, кроме 100 рублей, 150 рублей зарплаты. И потом ФСБшники быстренько поделили, то есть 3 поколения использовали нас как рабов, фактически в рабстве. Ничего нам за это не давая, кроме похлебки, которую мы ели на 100 рублей, там, на 150 рублей могли купить. И потом поделили все заводы, фабрики. Немножечко дали американцам, англичанам немножко дали, чтобы эти пустили их в свои там, ну, не то чтобы в дом, ну, в прихожую, там, ну, где-то там в сени пустили, да, где-то у лестницы, где-то там потусоваться. Разрешили им. За это теперь они говорят, все американцы украли, все англичане украли. Они сейчас об этом говорят, что Ельцин всех сдал. А то, что Путин 20 лет там, или 15 лет там все сдавал, это как бы не считается. Ну и вот теперь ФСБшники плачутся, у них все плохо, понимаете? Им нельзя против Путина выступать, понимаете? И это все обман, обман самый настоящий. Настоящих предателей, так называемых предателей, перебежчиков, они убивают. За все это время ни Гудковых, ни каких-то Осечкиных, кого здесь, вот это канал Дождь, Катрикадзе есть такая, гибня гибней просто, гибня на гибне сидит и гибней погоняет, вот это все, и Катрикадзе это Дождь, там другие, там третье, десятое. И ничего им разрешают здесь вещать, понимаете? Главное, вы должны говорить, что слава Украине или что-нибудь там в этом роде, и все, вам разрешают вещать. Ваше прошлое, ваша история вообще никого не волнует.
Понимаете? Главное, бабки туда вбухивать. И вот потом, знаете, что получится? Как плесень, которую закрасили, вся вот эта гибня вылезет наружу. Сейчас они самые добрые, самые ласковые, самые подкоряжные. Да, из-под коряги выглядывают. И как бы все у них идеально. Они самые большие патриоты. Путина они больше, посмотрите, как Невзоров там или кто-то там матерейший КГБшник Савастьянов. Представьте себе, Лист, этот, как его, Киселев, Савастьянов, вот эта вся банда ФСБшная сидит на украинских каналах. Украина, тебе позор. Самый настоящий позор. Всей твоей гибне внутри тебя позор, и вот этой российской гибне позор, которую ты себе позволяешь. Все просто, как это так вообще? Как это? У меня в голове не укладывается. Да, они говорят там, слава Украине, там, Путин козел, там, и так далее, и все это круто. Но тогда, ну, тогда они все так говорят. Да им вообще без разницы. У него никакой доктрины, никакой догмы. Если ради сохранения учреждения ФСБ нужно, они это будут делать. И никто их не будет наказывать. Смотрите, Савастьянов кто такой? Савастьянов это один из главных зачинщиков войны против чеченского народа. Главарь банды ФСБ, у ФСБ Москвы, Московской области, по-моему, возглавлял. Он собирал их тамнетов, или отпускников из Таманской и еще с одной там танковой дивизии, Кантемировской, Кантемировской и Таманской дивизии. И этих всех танкистов мы достали, наши воины поставили, и тогда министр обороны Грачев их сказал, что это не наши солдаты, то есть отказался от своих солдат. Понимаете? И вот это все открыто, вот все разрешается, показывается. Савастьяну Невзорову дают гражданство, Антон Геращенко, представьте себе. А Александра Музычка убивают. Аваков и его заместитель Антон Геращенко дают гражданство Невзорову. Понимаете? Вот это все, мы проигрываем войну. Понимаете? Путин проигрывает войну, Россия проигрывает войну, и мы проигрываем войну. В том смысле, что КГБ выигрывает эту войну, Запад выигрывает эту войну, все остальные проигрывают. Странно вам не кажется? А мне кажется это странным немножко. И мы должны молчать по этому поводу? Нет, мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, друзья. И пока мы не будем говорить вещи прямо и четко, мы проиграем эту войну. Похороним миллион украинцев и проиграем эту войну. В итоге. Деньги туда будут, вся гибня там будет. Они самые... Почему гибня нужна вообще Западу? Зачем нужна? А потому что нужно управлять вот этими народом, населением. А для того, чтобы управлять, вам нужна информация, вам нужны механизмы, вам нужна система, рычаги, чтобы всем этим управлять. ФСБшники это могут. Они же уже 70 лет, 80 лет, уже сколько, 100 лет уже управляют вот этим народонаселением. И вот в итоге мы приходим к тому, что в итоге у нас получается вот такая вот интересная складывается ситуация. Вот такая вот. Ну да ладно. Давайте дальше читать ваши комментарии. Путину, увы, плевать на эти санкции, надо жестче действовать. Ну, я бы не сказал, что плевать. Первое, что требует Путин каждый раз, когда есть немножко такой луч надежды о том, что можно договориться с Западом, он первое, что требует, это снять санкции. Требовал такой, засветился. Санкции имеют значение. Другое дело, что многие страны помогают обходить эти санкции. Вот, например, сидит Максим Шевченко. Вы же тоже любите его цитировать. Давайте я тоже его процитирую. Вот Максим Шевченко сидит. Он говорит, что через Азербайджан, через Армению заходит вот вся вот этот контрафакт, выдается через Азербайджан. Понимаете? Нам рассказывают, что Азербайджан и там Россия, какие-то враги там и так далее, и так далее. А вы видели, как Ильхам Алиев обнимался с Путиным? Еще недавно совсем.
Это нельзя назвать какой-то там нелюбовью или там и так далее. Ведь Нагорный Карабах, ситуация, она же не вчера произошла, она же уже много лет, много десятилетий, вот этот процесс идет между Арменией и Азербайджаном. Поэтому это все лицемерие, это все обман, который нам навязывают. И идет продажа нефти, газа через Индию, через Китай, через Азербайджан, через Казахстан. Это же прямо вот сидит Максим Шевченко, он нам рассказывает об этом. Прямо. Почему он рассказывает? Вы мочите российскую армию, говорит представитель российской армии Максим Шевченко. Их человек, их агент. Может, действующий офицер, не знаю. А ФСБ сливает армию. Кому-то нужно отвечать. И все хотят сделать так, что давайте спасаем учреждения ФСБ, военных под нож пускаем, российских военных, и нужно спасти ФСБ. Это самое главное спасти учреждение. Если спасем учреждение КГБ СССР, то если же ФСБ начнут мочить, то тогда КГБ Украины придется попотеть и могут понести ущерб. В Европе у нас здесь есть, как мы все понимаем, свое КГБ, там Штази, например, отголоски Штази в Германии есть. Ну и вот везде вот эти щупальцы вот этого спрута, они есть везде. И, конечно, все хотят, чтобы ФСБ сохранилось. Понимаете? Чтобы не было рассекречивания архивов, чтобы не было судов над преступниками. Ну, в итоге мы придем к тому, что мы ни к чему не придем. Просто похороним 1 миллион людей убитыми, ранеными, там сколько, 100 тысяч, 200 тысяч людей похороним. И все, и скажем, ну да, ну что поделаешь, да, ну такой вот мир суровый, несправедливость в этом мире. А сейчас мы это все видим, друзья. Мы видим, и Запад соглашается принимать этих всех ФСБшников. И если Запад дает какие-то гарантии тому ФСБшнику, который бежит сюда, а он, в отличие от нас, обладает информацией о преступлениях, причем очень так, детально, чтобы можно было привлечь других ФСБшников к ответственности. Он обладает информацией, компроматом или еще какой-то информацией на простых граждан, на свое родное учреждение, хотя родное учреждение они будут сдавать только так, выборочно. Они имеют активы, возможности, деньги, секреты, в том числе преступления, совершенные против Великобритании, например, против Соединенных Штатов. Они располагают такой информацией. Вот мне интересно, про бостонский теракт будут они рассказывать? ФСБшники, кто там, этот пособник Кечкина, Дмитрия Кечкина. Вы же бостонский теракт организовали. Давайте информацию по бостонскому теракту, потому что мы не намерены на себе оставлять, на чеченца, это преступление, которое совершило ФСБ и некоторые чеченоговорящие пособники, которые решили просто утилизировать чеченский народ, чтобы не отвечать за свои преступления. Поэтому вот такие вот вещи, вот такие вот вещи происходят, и мы должны быть к ним готовы. Так, что это у нас зависает? Ай, непорядок. Да, сегодня, конечно, на России, видимо, проблемы с интернетом. Походу, сильная Украина тоже не нужна в Европе, говорит. Иркин, я думаю, да, отчасти ты прав. Не нужна. Не нужна. Не нужна. Похож на американского рейнджера, говоришь. Да. Ну, я и есть. Я вынужден вам признаться.
Я американский рейнджер, да. Ну, наконец-то вы меня раскусили, я признаюсь. Аслан, почему некоторые ичкерийцы в соцсетях поддерживают антисемитизм? Ну, во-первых, я вам могу ответственно, со всей ответственностью заявить, как человек, который занимается информационным освещением чеченской проблемы и других проблем, и человек, который зашел на это информационное поле, когда ты мог с одного конца этого поля увидеть конец интернета, и ни одного чеченца там не увидеть. Когда было говорить очень опасно, и когда считалось, что это очень небезопасно. Сейчас еще не так опасно это уже становится, но тогда это оказалось вообще бесперспективно, уже все, Ичкерии нет. Мне говорили, надо мной смеялись, что какая Ичкерия, о чем ты говоришь, да? Я вам хочу сказать, что в этих социальных сетях большинство, подавляющее большинство, 90%, могу сказать, вот этих аккаунтов, это тролли. Это российские тролли, чеченоговорящие, работающие на Россию. Кто-то русский, кто-то там не русский, дагестанец, чеченец, там, кто умеет немножко говорить на чеченском языке, или кто вообще не умеет говорить на чеченском. Вот создаются эти каналы. Их очень много. Просто есть блогеры такие, которые ни о чем там, развлекательные там, разговоры они ведут. Ну и есть и аккаунты, которые в TikTok, там, Facebook, ты это, ну, Facebook еще вычищает. Те, которые обезличены, без лица, это просто тролли. И вот они все страдают антисемитизмом. Также есть 5%, наверное, вот из всех, вот, кто вы там видите, из антисемитов. Это люди, которые не понимают, что происходит. Понимаете? Им вложена программа, что они должны служить там арабам, туркам, и вот они служат. Они до конца не знают, что они делают, они абсолютно не понимают. У них всегда есть какой-то контакт с Россией, с русскими, или связанного, подозреваемого связи с русскими. И они, ну, либо хотят выслужиться перед Турцией, либо хотят выслужиться перед Россией. По большому счету. Ну и есть определенная часть полезных товарищей, которые вот и к этим даже не относятся, которые вот, подвержены этой пропаганде. Остальное общество чеченское, по большей части им нет дела ни до евреев, ни до Америки, ни до чего-либо. Им хочется выжить в этой ситуации, им хочется вернуться на свою родину, и они вообще не понимают вот этих всех вещей. Просто они вне всего этого. Еще нужно отметить, что многие чеченцы, ну, если не брать старшее поколение, почти не говорят на русском языке. Кто вот сюда в Европу уехал, там, молодежь особенно, плохо говорят на русском языке, и они предпочитают смотреть контент не на русском языке. Так сказать, раззомбируются или не зомбируются просто такие люди. Поэтому, да, антисемитизм присутствует, но его в таком большом количестве мы видим только лишь потому, что это делают российские спецслужбы. Как пропаганда промывает мозги, даже турецкая пропаганда промывает мозги. Все, кто там выслуживаются там, перед Турцией, они тоже себя считают своим долгом быть антисемитом, потому что это же Великая Турция им велит. И вот они начинают повторять. И они рассчитывают, что там Турция им потом, когда нашу страну мы деоккупируем, Турция им даст возможность зарабатывать на чеченском народе, короче. Она поставит, как Турция обычно в Сирии ставит вместе с русскими, там, где она там в той же, как в Азербайджане она находит с Алиевым, например, общий язык. Вот такие диктаторы, мелкие такие диктаторы, которые везде там расставляются. И у них в планах у нас в Чечне поставить диктатора своего. Обязательно религиозного, обязательно с большой бородой, который будет нам рассказывать, как он ненавидит всех кефиров. Да. Вот такая вот вещь. Поэтому не обращайте внимания, не обращайте внимания.
Почему Израиль напала на Сирию? Но первое, то, что видно, конечно, ну, глубоко не погружался, арабский язык не знаю, иврит не знаю, поэтому все детали я вам рассказать не смогу. Я больше специалист а, по России и русскоязычному вот этому постсоветскому пространству. Но могу сказать, исходя из того, что есть такой народ друзы, исходя из информации, которую я наблюдаю, друзы, которые проживают как в Израиле, так и в Сирии. И эти друзы, они мусульмане, они шииты, это такое ответвление в шиизме, друзы. У них там своя особенная религия, но они монотеисты, они мусульмане. Правда, некоторые евреи хотят подчеркнуть, что они не мусульмане. Вот такая ненависть и русскоязычных я читаю. У евреев некоторых присутствует к мусульманам и подчеркивают, сунниты мусульмане против шиитов мусульман. Но это их внутренняя борьба, которую они давно борются. И друзы не поддерживали Башара Асада, с одной стороны, но и очень заигрывали с Израилем, потому что большая диаспора друзская проживает в Израиле. Причем она служит в армии, там, на хорошем счету в Израиле. И какая-то часть, не знаю, что это было, провокация это специальная. Да? Почему не на алавитов, которые очень сильно поддерживали Башара Асада, почему не на конкретных офицеров и суннитов, в том числе сунниты служили Башару Асаду в большом количестве. Почему не на них, а на друзов произошло нападение? Вот не могу понять, почему на них происходит нападение. Но, скорее всего, антисемиты или противники Израиля, они пытаются таким вот образом ослабить возможное влияние Израиля на Сирию через друзов, уничтожив друзов. Гениально. Вы видели, они усы бреют. 70-80-летнего имама друзов откуда-то вытащили, поставили его, белая, седая борода, 80 лет, 70-80 лет старику. Они берут ему и сверху усы бреют. Уровень вот этих ублюдков. Это провокация, стопроцентная провокация. Стопроцентная провокация. Деду взять усы сбривать. Он по-другому видит Аллаха или Бога, там, они Коран признают, друзы. По-другому он видит. Нет, нужно усы сбрить. Вот уровень, которого Турция и Россия посадила в Сирии. Вот это, может быть, я просто деталей всех внутренних не знаю, поэтому, может быть, это не их новые, президентами я его назвать не могу, новые, не знаю, гауляйтер, временно установленный, не временно, я думаю, постоянно установленной Сирией, Россией, бывшим режимом в Сирии, Россией и Турцией установлено это. И вот они, я так полагаю, решили этих друзов немножко отгеноцидить, так сказать, по старой КГБшной традиции. Но Израиль дал ответ, дал удар, нанес удар, массированный удар, такой мощный удар по военному вот этим штабу, Министерству обороны. И сразу они начали там втыкать, как говорится, заднюю. Вот такая вот ситуация, что там происходит. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ничего хорошего для Сирии я не вижу. Вот с этим президентом, которого турки, русские и бывшие асадисты, бывший режим Сирии асадовский, посадили во главу. Как-то так. Как думаешь, что-то поменяет Путин в течение этих 50 дней? По мне ничего не изменится. Путин заднюю не даст. Путин уже 150 раз
давал заднюю. И перед Трампом, и Медведев давал заднюю про ядерное оружие быстро. А вот когда прилетел Кит Келлог в Украину, украинцы это сразу отметили, Зеленский об этом сказал, массированные бомбардировки Киева прекратились. Это ли не задняя? Я тут заднюю не даю, мы будем биться до конца, а потом раз и задняя. Вот и все, что вы понимали. Не дает Путин заднюю. Может быть, даст заднюю. Знаете, какая будет задняя? Мы ее, может, не увидим, эту заднюю. Например, там сдаст что-нибудь Путин. Как он сдал Сирию. Ну, как бы сдал. Турции сдал, Турция своего посадила и противовес против Израиля. У русских и у турков такая идея фиг, что Израиль это супер ужасно и страшно. Что вот нам нужно бояться, что вот Израиль станет великим, сильным и так далее. И Турция реально боится этого. И поэтому Турция свое влияние распространяет. Ну, посмотрим, будет там великий Израиль или великая Турция. Будем смотреть. Поэтому что-нибудь сдаст очередной раз. По старой ФСБшной традиции военных сдаст. Какого-нибудь генерала сдаст. Говорит, извини, Дональд Трамп, все, сдаюсь и так далее. Но что-либо по-крупному, то не изменится. Война будет продолжаться до тех пор, пока у России не останется людей отправлять на эту мясорубку. Вот пока русские скажут, мы больше не пойдем на это мясные штурмы, до тех пор эта война будет продолжаться. Она устраивает всех. Утилизация мужского, агрессивного русского имперского населения устраивает всех, к большому сожалению. Вот во всем мире. Причем этих зомбированных русских имперцев, которым большие суммы денег предлагают, ну, фактически это обманутые люди. Это ужасно. Это все на наших глазах происходит. Всех это устраивает, они будут утилизироваться до тех пор, пока Россия, как после Второй мировой войны, или, конечно, после Первой, скорее всего, больше похоже на Первую мировую войну, пока вот до этого состояния не будет доведена, где все будут там без рук, без ног, тот, кто есть, их очень мало. Вот до этого состояния пока не доведут, и да, вот это будет продолжаться. Ну и я думаю, на Кавказе мы видим, разворачиваются события. И они не случайны. Попытка сбития самолета азербайджанского. Это настроить азербайджанцев против чеченцев нужно. Чеченцев против азербайджанцев. Ну, для этого это делалось. Еще будут провокации, я полагаю, чтобы настроить чеченцев против армян. Это тоже очень важный фактор сейчас появляется, потому что на территории Армении будет установлена военная база, морская база на территории мощная будет, на территории Грузии, на территории Армении будет мощная военная база. Я не против, чтобы на территории Чеченской Республики Ичкерия была большая база американская, особенно касательно военно-воздушных сил. И будет вот такая вот ситуация. Чем больше это все, а этот процесс идет, он не остановится, американцы не отступят от своих планов, соответственно, будет эскалация. Будет эскалация, нам будут рассказывать, что вот там снова на джихад нас призывать будут, это надо Дагестан, Ингушетию и временно оккупированную Чеченскую Республику Ичкерию объединить с российскими провинциями для того, чтобы создать исламский халифат, Имарат Кавказ так называемый. Имарат Кавказ, где мы объявим там себе независимость, и такие будем маргиналом, гетто такое, исламистское гетто будет, где внутри делай, что хочешь, ну, наружу не вылази. Вот сиди себя там, отрезай головы, расстреливай на площади людей, там, все остальное делай, и ничего не будет, все будет нормально. Короче. Живите, молитесь, вот вам мечети понастроили, спортзалы есть, мечети есть. После спортзала можешь сходить в мечеть. После мечети иди обязательно в спортзал. Все, жизнь наладилась. Вот таким нас видят русские и их ближайшие союзники, которые были все это время, когда нас уничтожали на Кавказе.
Вот так нас видят, к большому сожалению. И мы должны об этом громко говорить. Мы не должны, да, чеченцы, вы должны понимать, что все зависит от нас. Все в наших руках. Никто не может нас заставить покориться. Понимаете? Какие бы там обман не был, что бы не было бы, не верьте. Не верьте. Не верьте большебородым вот этим блогерам, которые нам про религию рассказывают. Не верьте. Они сами не знают своей религии, либо, если они ее знают, они пользуются там указами каких-то там египетских шейхов, саудовских шейхов там, и так далее. Почему они у себя не наведут, там порядок не построят? Вот, например, от лицемерия меня потрясает это лицемерие. Сегодня выступает этот Эрдоган и рассказывает о том, что, смотрите, Израиль наносит удары по Сирии. А как бы Эрдоган не хочет, чтобы Израиль имел какое-то влияние на Сирию. Это строго эрдогановская тема. Но при всем при этом посольство Израиля, там, геноцид в Газе, такие громкие слова, когда уничтожался чеченский народ и реально был геноцид, Эрдоган целовался в десны просто со всеми. Вся вот эта турецкая верхушка в десны целовалась с Россией. Понимаете? И никаких мы слов не слышали от Эрдогана, таких резких, таких дерзких. А сейчас они там рассказывают, там, геноцид в Газе, бедных там убивают, тут, смотрите, в Сирию напали, Израиль это там супер, там, опасно, там, и так далее. А по факту это лицемерие, это совместная такая игра, перед которой нам пытаются демонстрировать. Я вообще Эрдогана считаю, он абсолютно произраильский человек, проамериканский человек. Но его это лицемерие, когда вот он поднимает мусульман, подбивает их все и представляет всех мусульман, что они какие-то антисемиты там, и так далее. Нет, чтобы сказал бы, объяснил бы спокойно, там, вот так и так и так. Нет, он это не говорит. Если бы он был бы искренним, он бы прервал бы дипломатические отношения с Израилем. Почему он этого не делает? Почему? А для того, чтобы обманывать. Ложь, лицемерие. Вот все, что исходит от этих людей. А все те, кто там слушает турецкую пропаганду и русскую пропаганду, они антисемиты. Потому что им вот этот антисемитизм лют. Вот я наблюдаю, агенты чеченской национальности, ну или не чеченской национальности, чеченоговорящие агенты турецкой разведки, представители, которых я такими идентифицирую, они вот просто распространяют вот эту матерую антисемитскую вот эту пропаганду. Ну почему они это делают? Вот для чего они это делают? Вот. Кому это выгодно? Турция там что-то Эрдоган сказал. Так если ты сказал, прерви дипломатические отношения, перестань торговать с Израилем. Нет, этого не будет. Это все обман, это лицемерие. Самое настоящее. Понимаете? Так, давайте посмотрим, что у нас в ТикТок. Я смотрю. Так, ковбой самый настоящий. Россия проиграет войну? Конечно, моб, она уже проиграла войну. Она, смотрите, ее можно проиграть уже все. Капитуляция, там все солдаты уже не идут в атаку и так далее, и война проиграна. А можно ее проиграть, как только ты ее начал. То есть стратегически проиграть. Ты вступаешь в войну, с которой ты не можешь выйти победителем. Понимаешь? Ну не дадут тебе, невозможно, просто невозможно тебе выйти из этой войны победителем. И вот да, вот они вступили в эту войну. Не могут они ее победить. Ну никак. Ну как? Вот весь мир теперь должен капитулировать перед этим и сказать, все, теперь давайте мы вам отдаем. Нет, это никогда не произойдет. Никогда. Слишком мощная сила против России стоит, чтобы она могла проиграть. И не только не только Украина. Украина показывает чудеса доблести и отваги.
но без оружия, без политики, без информационного сопровождения. Украинцы уже долбили бы, обзывали бы как нас террористы, исламисты, там, нацисты, каратисты. Все об этом говорили бы. Причем американское радио «Свобода» об этом говорило бы, Deutsche Welle говорил, да, нацисты, бандеровцы вообще плохие товарищи. Вот что говорила бы вся эта пропаганда. В смысле новый формат? Что значит простой? Что значит новый формат? Валейкум ассалам, салам алейкум, чат. Viva Freedom, приветствую всех. Валейкум салам, позитро, машволь. Салам всем свободным людям, салам, брат. Салам, Эд, салам, дорогой. А что Россия делает до сих пор? Так, Эрдоган хочет подмять Сирию под Турцию. Все остальное болтовня и игра на толпу. Да, вполне, да, именно этим он и занимается. Так. Как проиграла, если идет наступление? Ты про Россию? Ну, можно наступать. Но смотри, что такое наступать? Вот что такое наступать? Наступать — это деревню, в которой проживает там, например, 200 человек, 100 человек. И состоит там 20 домов. Вот эту деревушку они берут, да, кладут там 5 тысяч, 10 тысяч, если каждый день погибает, там по 1000, по там убитыми и ранеными. Ну, сколько они, месяц, 2 недели ее берут. Вот положили они там 10 тысяч убитыми и ранеными. Это что, наступление, ты считаешь? А потом украинцы раз и на 1000 километров заходят в Курскую область. Украинцы и сейчас могут зайти в Курскую область. Им невыгодно было или по какой-то другой политической причине удерживать Курскую область. Они отступили. Может быть, это такой план Трампа был, что вот отступаем, там, 30. Они опять зайдут. Они до Москвы дойдут, украинцы. Спокойно. Просто будет задача, будет необходимый ресурс, все будет готово. Они дойдут до Москвы спокойно. Новый формат ковбоя. Да, может быть. Но это соломенная шляпа, это не ковбойская шляпа. Я ее купил в Италии. Италии я ее купил. Это это итальянская соломенная шляпа. Чисто на лето. Да, Эрдоган еще тот двуличный человек. Делает вид, что типа борется с Израилем, а в деле торгует с ними. Да, да, но для чего он это? Вот поддержка мусульман ему нужна. Если его мусульмане поддерживают, значит там с ним Запад считается, Америка с ним считается, там внутри он там же президент, все такое. Правда, так долго быть президентом странно, да, как Путин, он уже там сидит. И в этом смысле, ну вот так это все уходит. Как-то, ну, странно, да. Одновременно с этим, как имея авторитет у мусульман, понимая, кто такие вот этот анклав сектор Газа, которые там русские там финансировали их, там зомбировали и так далее, все это понимая, он мог бы это своим, пользуясь своим авторитетом и должностью президента Турции, он мог бы сделать так, чтобы наоборот все изменилось. Сказать, смотрите, ребят, эти люди просто хотят жить. У них просто есть вот этот клочок земли, который в Библии, не знаю насчет Библии, в Торе, в Коране сказано, что это их земля. Понимаете, сам Бог им дал эту землю. Вот они вот указал, точнее, дал он нам всем земли свои, но вот он указал про них, вот что это их земля. И таким вот образом он мог бы просто одним щелчком изменить отношения. Ну, конечно, не так быстро, но много сделал. Но тогда потерял бы такую турбо-радикальную вот эту свою аудиторию или свой электорат ядерный. Потерял бы его. Поэтому, ну, тогда лучше тогда делать дальше Израиля таким злом, таким абсолютным злом делать. То, что Эрдоган говорил про Израиль, я сегодня слушал, ну, если он хотя бы 10% сказал бы про Россию, когда на самом деле она совершала геноцид, ну, тогда бы уже, я не знаю, чеченцы на руках носили бы Эрдогана. Он сидел и десна целовался с Путиным. Дорогой Вова,
Так, всегда говорю, что для Эрдогана религия такой же товар, как и кожаный плащ. Или 2 ящика помидоров. Да, Евгений, абсолютно, абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. Но зато как изображает, как играет, то ходить не может, а зато играет. Какой этот, помните, как Иван Васильевич меняет профессию? Какой типаж, какой типаж. Да, весело, весело. Так, Аса, я думаю, Эрдоган хочет быть куратором на Кавказе взамен фашистской Российской Федерации. Этому не бывать. США войдет сама на Кавказ и будет порядок. Эх, Эд, твои уста да к Богу в уши, как говорится. А я вижу, все делается для того, чтобы передать Турции контроль над Кавказом. И русские делают все, чтобы потихонечку передать его именно Турции. Понимаете? Вот в чем у меня вот никак не укладывается в этой голове. Как так получается, что страна НАТО и страна фашистская Россия, страна НАТО Турция, вместе сейчас Кечкина Дмитрия с Дагестана в Ингушетию, Чечню перебрасывают. Вся вот эта ФСБшная, вот эта вся агентура выстроена в ряд. Их там идет такие рокировки, подготовки. Я уверен, там схроны с оружием, закладки взрывчатки, вербовка глубинных агентов. Там, ну, подготовка идет. Передать Турции. Почему Турции? Это же страна НАТО, вроде бы русским она должна быть там враждебна и так далее. А нет. А дело в том, что если передавать это все Турции, там будет восстанавливаться исламский закон, там поставят нам новый халифатик. Я это называю халифатиком. Халифатик будет на Кавказе. И этот халифатик будет там отрубать головы там и так далее. И Турция будет, не-не-не, это мои парни, пусть будут. И на кого их натравливать? Конечно же, на Армению. Сейчас курдов уже нет, курды уже сложили оружие. Армения и Грузия. Вот христиане, бедные христиане, их там ущемляют. Турция вообще здесь ни при чем. А вот халифатик, вот уже, помните, Дагестанец один там, вот есть вот эти бойцы, которые нам постоянно рекламируют, показывают, там, файтеры, майтеры, ММА, UFC. UFC это американская, а есть у России вот аналоги у себя вот эти. Это все военными. ГРУ и ФСБ этим управляют. Вот все, вот есть ЦСКА, центральный клуб армии, советской армии, да, вот на примере сейчас все вот эти, кто борются, дерутся, они в основном все обязаны пройти там, подготовку в армии, их оформляют, они форму как таковую не носят, спортрота такая, вот они прошли и вот они тренируются. И вот один дагестанец рассказывает, что мы, дагестанцы, это так наперед, на 5 лет вперед забрасывается удочка. Мы, дагестанцы, вам, грузинам, там какую-то там, что-то мы там вам делали, там если бы нас Россия не остановила, мы бы вас порвали бы, грузинам, говорит. Подхлопный дагестанец, служащий вот в этом военном спорте этой роте, который мы видим, нам показывают, и который находится под русскими уже на протяжении там веков. И вот этот манкурт угрожает Грузии. И я из этого, и таких вещей много, я фиксирую. И набирается, сейчас мы будем натравливать на Грузию дагестанцев. Это христиане, там все такое. Затем есть Чеченская республика Ичкерия, которая считает, что есть наши разные историки, там разные там говорят, что очень много нашей истории хранится у армян. У них в музеях, в библиотеках, там есть очень много, на армянском языке есть, это там армяне живут на Кавказе, они не на Кавказе, они за Кавказом живут, за Кавказе, на районе Малого Кавказа они живут.
И у них много нашей истории. Там Нахачевань, Нохчевань, да, Нохчи от происхождения, но что чеченцы и там жили, что это наши. И сейчас я недавно смотрел там один ролик, одну передачу, где, а сейчас уже начинают на русский язык переводить, чтобы все чеченцы поняли, тот, кто не понимает. Оказывается, что вся история не просто у них там хранится, а они, значит, украли нашу историю. Представьте себе, армяне, оказывается, украли историю. Часть, я уверен, украли, не только армяне, все наши соседи, там, кому повелось, у нас много чего украли. Но чтобы всю историю украть, там, Нахчевань, там, 3-10, фактически армяне становятся врагами. И вот мы, чеченцы, теперь нам объясняют, никогда Турция об этом не говорила, никогда турецкие историки об этом не говорили, понимаете? Меня потом обвинят потом туркофобии. Это абсолютно не так. Я просто наблюдаю, какие процессы происходят и к чему готовит мой народ. Понимаете? Мы не хотим воевать против армян. Мы не хотим воевать против Грузии. Мы даже против России не хотели воевать. Мы вынуждены были, потому что к нам пришли. Придут к нам армяне на нашу маленькую республику, которую оккупирован. Да, тогда у нас к армянам будут вопросы. Придут грузины, у нас к грузинам будут вопросы. Но сейчас, когда уже у них своя страна, у армян, мы лучше с армянами наладим близкие, дружеские отношения. У нас в Грозном жило очень много армян. Очень много. У нас в моем классе училось 2, 3, 4 армянина. Один уходил из школы, другой приходил, вот так. Но в общей сложности. И было много армян. В нашем Грозном они жили. И очень хорошо жили, очень хорошие люди, очень нормальные люди. Но воевать против армян вообще не горим никакого желания. Мы ни с кем вообще. Но мы хотим, если у них есть история наша, если у них на армянских источниках упоминается наша история, которую русские пытались уничтожить, так мы придем к ним с караваем, с хлебом, солью и скажем, дайте нам эту историю, нам это очень важно, чем как дикари мы будем... И это нам готовят. Друзья, вырисовывается такой ясный, такой силуэт всего, что может происходить. Нам начинают рассказывать, что ингушам, конечно же, сам Бог велел, на осетин придется ориентироваться, а тоже христиане, их мочить придется. Понимаете? Вот что нам готовят. Вот что нам фашня вместе, и без Турции это не готовится. Дагестанцы на грузин хотят, они бы там давно бы эту Грузию завоевали бы, если бы, оказывается, их русский царь не останавливал. Какой ты завоеватель, какой ты кавказец, если тебя русский царь мог останавливать. Так ты пес русский получается, а не дагестанец или не кавказец. Да? Если тебя русский царь может тебя останавливать. Поэтому вот эти вещи мы все наблюдаем. Я думал, может, с курдами, но курды далеко, там Турция готовит. Вот к армянам нас подготавливают, к армянам. Потом вот, знаете, могут потом проблемы, такие междуусобные проблемы. Это наша земля, это наш кусок, дайте нам это, дайте нам то. Вот эти вещи будут часто происходить. Потом русских нужно изгнать. Помните, вот ко мне заходил Старс Клайд, по-моему, да, и у него ник United Kingdom поставил. Я думаю, он дагестанец. Если ты здесь, хочу тебя услышать. Да? Он говорит, что нужно, Ставропольский край нужно выселять. Да, часть Ставропольского края это наша территория, наши земли. Там живут нагайцы, это тюркские племена, тюркский народ, который тоже там, это их тоже там поселение было, там они поселялись. Но сейчас возвращаться к тому, что мы там каких-то русских выселять будем со Ставропольского края, с Краснодарского края, во-первых, это тягчайшее преступление. Это категорически нельзя делать. Во-вторых, на каком основании? Но все это уже начинает какие-то силуэты приобретать, такие четкие такие очертания появляются. И мы должны быть к этому ко всему готовы, друзья. И нам не нужен
Эрдоган над Чечней, над Чеченией. И не будет никакого Эрдогана. Никого не будет, кроме того, что решит чеченский народ. Мы сами, чеченцы, сами решим. Хотим быть с Турцией, будем с Турцией. Хотим быть с американцами, будем с американцами. Хотим ни с кем не быть. Значит, ни с кем не будем. Как решит его величество, господин чеченский народ. Но чтобы нас использовали против армян, грузин, наших дорогих, уважаемых грузин, наших соседей осетин, категорически, я категорически не только против, я знаю, что это делается российскими спецслужбами и, вероятно, турецкими спецслужбами. Украинцы сожгут Москву на расстоянии. Да, Ольга, скорее всего, так и будет. Но кто-то же потом должен будет зачистить. И нужно будет заходить. И будут заходить. Будут заходить. Проект «Россия закрывается». Да, Аснабек, уже давно он, дверь такая со скрипом закрывается. И да, она закроется. Еще в этом году мы увидим колоссальные изменения, по всей видимости. Мы увидим и в следующем году. Короче говоря, вот так вот. Чеченцы, давайте, готовьтесь. На старших здесь рассчитывать особо нам не приходится. Я тут всех старших уже перекопошил. Мои ровесники, там, старше меня, это уже все старенькие люди. Им ничего не интересно. Нужна молодая кровь. 18, 20, 25 лет. За вами будущее. Вы говорите на всех языках Европы. Вы образованные, вы смелые, вы умные, вы талантливые. Давайте, парни, девушки, у нас нету разделения мальчик, девочка. Когда Родину защищаем и когда нужно спасать Родину, все равны, все до единого равны. Поэтому ваш нужен интеллект. В первую очередь от вас требуется мужество и интеллект. Поэтому давайте, молодежь, давайте, вас ждут великие дела. Вы будете просто потрясены, насколько великие дела вас ждут. Так, свободила, КГБшник, налетевой, да? Так, Аса, я думаю, так, это было. Большевики просто очень хорошо знали, были профессионалы, как раздербанить и заложить конфликт. Просто всему учиться надо у таких, кто хочет править и дербанить. Да, Фаиза, абсолютно с вами согласен. Это империя, большевики, это наследники большой империи, и они, конечно же, знали. Они столько раз уже сталкивались, откуда-то им уходить приходилось, куда-то заходить приходилось. И, конечно, империя очень хорошо это все знает. Это так. Какая страна хорошая тогда? USA. США хорошая страна. Сегодня армяне выдают нам нашу историю. Да, армяне, которые не за Россию, не подхлопные такие товарищи, это очень нормальные люди. Нам нужно с ним находить общий язык. При царе изгнали адыгов, создали Армению. На Кавказе заселяли казаков. Советы переплюнули царя в плане переселения народов. Нарезки нацграниц и последние годы Союза еще и религию вплели. Да, Жень, абсолютно с тобой согласен. Я думаю, все кавказские народы должны подумать и понять, враг Кавказа это ФРФ. Да, абсолютно так это. Абсолютно. Без чекистской системы будет мир на Кавказе. Да, совершенно верно.
Русским тоже надо дать русскую республику, где они смогут избрать себе народную власть демократическими методами. Да, совершенно верно, Самбек. Русские тоже заслужили иметь свою республику. Они тоже имеют право жить в своей русской стране. Асна, как ты считаешь, границы, проведенные на Кавказе Сталиным, незыблемы? Незыблемы, наверное, да, ты хотел сказать. О чем ты спрашиваешь? Ты можешь объяснить мне, что ты имеешь в виду? Ты такой с подвохом, такие обычно вы мне вопросы задаете. Алейкум салам. Смотрите, границы, проведенные Сталиным, они не незыблемы. Они ничего из себя не представляют только потому, что их провел Сталин. Нет, не поэтому. Есть, есть международное право после ухода России с Кавказа. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Я должен сейчас сказать, нет, незыблемый Сталин, он палач, его ничего, его значения слова не имеет и так далее. А потом сказать, ты же сам говорил, завтра я начну, когда ваш весь план, или их план я какой-нибудь раскрою, я скажу, о, это что-то не то, ты же сам говорил там и так далее. И вот поэтому ты задаешь вот такой с выкрутасом мне вопрос, да, зыблемый к Сталину. Это конкретно пример царя Олеж. Ты мне конкретно вот такой с подвохом вопрос задаешь. Ну, зачем ты такое говоришь? Почему ты говоришь Сталиным незыблемый? Что знаю, кто такой Сталин, чтобы я на него ссылался или не ссылал? Ты специально моего антипода выставляешь, я сразу скажу, кто такой Сталин? Ничего подобного. Понимаешь? Но если кто-то начнет на нашей территории, на Кавказе, уничтожать или изгонять русских, только потому, что они русские, а там жили там чеченцы, нагайцы, черкесы и так далее, я буду против. Понимаете? Вы все анонимы, которые сидите за никами, сейчас я открыто говорю против имперской России и так далее, пока вы молчите. Завтра, когда вы их начнете, а вы уже, я смотрю, готовитесь к такому, границы Сталина не такие, не сяки, вы начнете там претензии, и это начнется огромная война, убийство начнется людей, понимаете? Я хочу этого избежать. Я не хочу, чтобы это произошло, и я не собираюсь это поддерживать. Чеченцы это будут делать, нагайцы это будут делать, черкесы это будут, уважаемые мной, делать. Нет. Нет, мы это поддерживать не будем. Это незаконно, это противоречит международному праву, это противоречит Женевским конвенциям 48 года. 49 года. Это противоречит всеобщей декларации прав человека 48 года. Это 9 года. Это категорически нельзя делать, понимаете? Категорически. А то, что там Сталин что-то сказал, кто такой Сталин? Где Сталин? Какой Сталин? Конкретно скажи мне, что ты имеешь в виду, если ты не подводишь под что-то. Понимаешь? Ты под что-то подводишь свой вопрос. Вот почему ты его так задаешь. Ну скажи тогда. Ты не дискутируешь, ты задал вопрос. Скажи мне, что ты имеешь в виду? Какую границу ты имеешь в виду? Назови эту границу, которую проложил Сталин. Которую проложил Сталин. Вот давай ее скажи. Сейчас перед установлением нового мирового порядка, потому что старый мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, он уходит в прошлое, в небытие. И, соответственно, сейчас все пытаются максимально нарушить международное право и захватить что-то, чтобы потом застолбить за собой, сказать, это наше, это будет вот наше, вот мы за этим стоим. Понимаете? И вот сейчас будет очень много нарушений. Сейчас вообще бардак, вакханалия пойдет. Вот вы увидите, она уже началась. Уже началась. И то, что Трамп говорит, там, Канаду присоединим, там, Гренландию заберем, там, и так далее. Это тоже из этой серии.
А почему нам нельзя? Если Россия там уже, Россия все это уже выпустила джина из бутылки. И все теперь началось. И все так будут делать. И Турция будет делать. И Турция будет пользоваться теми же нагайцами, которых она тоже особо не вспоминала никогда. Наших дорогих, уважаемых нагайцев с Кавказа. Не вспоминала. Ну, и тогда, конечно, больше, чем чеченцев она не может о них вспоминать, я просто не знаю. Но о чеченцах вообще она не вспоминала. Ну, и, я думаю, о нагайцах тоже не особо баловалась. Ну, давай, скажи, Ламберг, скажи, а какой конкретно ты говоришь? Вот видишь, скажи мне, какую границу ты имеешь в виду, вот лично, вот, когда ты задавал мне вопрос про Сталина, что ты имеешь в виду? Понимаешь? Какую границу? Между нами и Дагестаном, а между нами и Ставрополем ты имеешь в виду, то есть Чеченской Республики, Ичкерия? Или что ты имеешь в виду? Очень интересно услышать будет твой ответ. А так, нам сейчас начнут рассказывать, что история чеченцев лежит там на территории Армении, это все ваше, это надо забрать, давайте нападем. Лет на 50 Армения окажется между молотом и наковальней, и нам придется в этом всем участвовать. Сейчас я вам это проговорю, запомните, они потом это будут делать, потом десятилетиями они будут долбить Армению и говорить, вот смотрите, и так далее, и так далее. И вся Армения, как Израиль, начнет там обороняться, все служить начнут. Ну, короче, ужас начнется. Мы в этом не участвуем. Чеченцы в этом не должны участвовать точно. Если какие-то мощные страны в этом мире решили там между собой что-то там обустроить, там какую-то там маленькую войнушку, нам это не интересно. Мы в этом не участвуем. Так, ну что, Ламберт, куда пропал Ламберг? Так. Проблема, что империализм это часть русского национализма. И в первую очередь это проблема самих русских. Абсолютно, Евгений, абсолютно с тобой согласен. Абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что это часть культуры русских. Русских это имперство, это их культура. К сожалению. И тот, кто не империалист, он у них автоматически предатель. Понимаете? Вот то такой вот. Если ты чужих убивать не хочешь, их бэушные унитазы воровать не хочешь, то ты предатель. Вот такая вот культура. Любой разговор о деимпериализации русского национализма отвергается русскими. Мы же не захватили, это наше. При этом забывают простую поговорку. Жадность фраера сгубила. Да, да, Жень. Я ранее развернуто написал, но цензор стер. Ну просто напиши две республики, какие там находятся. А какую границу ты говоришь? Не надо много писать. Просто о чем ты хотел спросить, когда говорил про сталинский. Сталин никто. Сталин преступник. Сталин мертв уже сколько уже? 60 лет уже как сдох Сталин. Да? Речь не о нем идет. Даже больше получается. Поэтому дело не в этом, дело в другом. Дело в том, чтобы какую границу ты имеешь в виду? Просто какая граница? Граница чего, где? Поэтому сейчас нам начнут говорить, это была сталинская граница, русские колонисты, русские оккупанты, мы должны там еще там что-то делать и так далее. Мы, чеченцы, в этом участвовать не должны. Мы ни в коем случае категорически не должны в этом участвовать. Да? И собиратель земель русских теперь будут собирать земель кавказских. Да? Валейк салам садам ашуаль. Хума дадзелем хан сига худу.
Особенно это заметно сейчас по отношению к мигрантам и к жителям нацрегионов самой РФ, которых почему-то также называют мигрантами, хотя они такие же граждане РФ. Ну, мигрантов они чаще всего приезжих из других, не России, а других республик называют. Но так путают, да, иногда. Путают. Смотрю, с интернетом вообще беда на России. Клички раздают. Да, клички это любимое занятие у имперцев. У них для всех клички есть. Для всех просто. Причем я думаю, что это не случайно. Ну, понятно, понятно, когда ты говоришь про Сталина, понятно. Ты мне скажи, какие границы, которые разделил Сталин, и они имеют значение или нет, у тебя всплыли в голове, когда ты писал мне этот комментарий? Граница между кем и кем? Просто, я думаю, ты не чеченец, да, Ламберг? Или, может быть, ты чеченец? О, ночью, оба, да. Или 10, eller что, ит ночью убоя. Lamberт ит ночью мету, så ночью ясно. Ит ночью мету убоя, Ламберг. Ламберг или Ламберг, Роберт. Ми-6 вроде грузинка возглавляет. Ну, некоторые говорят украинка. Просто там корни есть и украинские, и грузинские, по всей видимости. Ламберг, духаца яздишь. Просто какую границу ты имел в виду, когда говорил сталинскую или советскую, ты там имел в виду сталинскую? Какую границу имел? С кем ты говоришь, мы должны сейчас выяснять отношения? В примере, Али, мне попроще будет ответить по примере, на примере тебе, а не так, что вот какие-то границы, и мы потом начнем, давайте новые границы, а у нас 100 лет назад было, а у нас 500 лет назад было, и начнется. Просто напиши два региона, вот какие у нас, мы с Дагестаном, Ставропольский край, там, с Ингушетией, с кем мы, у кого мы должны будем отжать. Давай, скажи, интересно просто узнать, да, какие у тебя тут мысли. А так, я считаю, что категорически мы не должны ничего делать незаконно. И если туда реально не придет Америка и оставить это все Турции, то Россия с Турцией там такую вакханалию устроит. Просто живые позавидуют мертвым. Например, Ставропольский край. Да, Ставропольский край – это часть наших территорий, которых нас давным-давно изгнали, уничтожали, заселяли туда казаками. Также там жили нагайцы Ставропольского края, и сейчас там живут нагайцы. Это кочевые, это тюркские племена, которые приходили к нам, чтобы нас завоевывать, вот эти территории завоевывать, расселяться там в этих территориях. И вот таким вот образом заняли эти территории. Сейчас они считаются частью Российской Федерации. Сейчас это часть Российской Федерации. После того, как Россия развалится, или же она уйдет с Кавказа, то в таком случае Ставропольский край, он останется за Россией. Там проживает большая часть. Но там русских. Но там проживают и нагайцы, которых тоже очень много было. Но до нагайцев там еще, может, другие там кто-то жил. Да, мы просто всей истории нагайцев не знаем. И нам сейчас говорить, что там советские границы, там это, то, все, это, конечно, мы об этом, это 100% нарративы будут российских спецслужб, они будут впрыскивать их, чтобы натравить на русских, потом сказать, вот как в Украине, как у нас в Чечне они делали, вот смотрите, русских убивают, русских обижают, и так далее, и так далее. Вот в этом плане, может быть, там большая катавасия. Мы этого не должны допускать ни в коем случае, потому что мы не имперцы, мы соблюдаем международное гуманитарное право, мы соблюдаем конвенции женевские, мы соблюдаем декларацию
всеобщую декларацию прав человека, и мы должны строго придерживаться этого. Если мы не будем этого придерживаться, то это катастрофа для нас. Катастрофа. Поэтому нам Россия должна огромное количество денег за столько лет геноцида, оккупации, выкачивания наших недр. И за этот геноцид она должна будет нам платить. Возможно, она будет нам платить территориями. Возможно, она будет там еще что-то делать. Но если часть территории отойдет Чеченской Республике, например, или же отойдет она там какую-то другую территорию, да, то это должно быть сделано обоюдно, согласованно, юридически правильно, юридически выверено. Только так это может быть. Никаких там беспределов, то я могу, я сделаю, вот у меня там 20 человек, я сейчас пойду там убью кого-то. Это мы все уже проходили, больше нам эти ошибки повторять нельзя, категорически нельзя. Чтобы на новый мировой порядок, который сейчас собирается складываться, мы должны к нему подходить очень грамотно и цивилизованно. Для таких вещей, каких-нибудь там разборок с российским государством, у нас есть наша власть в лице правительства, президиума, которые верой и правдой в самое трудное время, в самый геноцид чеченского народа служили нашему народу и продолжают оставаться на страже наших интересов. Поэтому они как решат, так и будут. А они это будут делать, я уверен, если там будет Аят Идигов, Алла Дудаева в этом президиуме дальше, то они будут это делать в соответствии с международным гуманитарным правом, в соответствии со всеми нормами права. Это очень грамотные люди, очень умные люди. Поэтому в этом смысле вот сейчас нам будут вбросы делать, что вот там нам Ставрополь нужно занять, нам надо Краснодар занять, нам нужно там Армению оккупировать, нам надо на Грузию напасть, там еще что-то. Это все будет сейчас раскручиваться и раскручиваться. Понимаете? И снова нам братские объятия от Дагестана будут, вы их увидите. Уже тоже мы видим, что вот там наши братья дагестанцы, да, наши братья дагестанцы. Но не те, которые, когда был геноцид, не игнорировал нас полностью, игнорировал, не помогал, а некоторые помогали нас уничтожать. А те, которые в трудное время были за нас, вот эти братья дагестанцы, наши братья. А все, кто нас убивал или там зарабатывал на этом, они нам не братья. Они соседи просто. А если убивал, они преступники, которых нужно будет привлекать к ответственности. Как-то так. И я так полагаю, может быть, там процесс будет примирения там, с возвращением Ауховского района, например. Еще какие-нибудь жесты, я так условно говорю. Короче, вот такие жесты будут делать. Потом, будет вот это все дальше раскручиваться. Поэтому, друзья, я вам советую категорически не участвуйте в этом. Не давайте нас в новую тянуть эту провокацию, которую нам готовят. И вот каналы, которые вы видите, они там за Имарат, Кавказ, там за демократическую Ичкерию и так далее, это 90% это фейки. Они собирают о вас информацию. Не пишите там ничего, не оставляйте никаких своего мнения там. Вас моментально будут вычислять, и вам потом из этого могут создать проблемы. Просто очень много их появилось. Еще больше будет появляться. А у нас аналитического какого-то ресурса, который занимался бы мощно вот этой антипропагандой, практически нет. Практически нет. Как думаешь, Аслан, 50 дней от Трампа это сигнал тем, кто рядом с Российской Федерацией, или сугубо для Пучхе? Я думаю, что это уже такой окончательный, может и не окончательный, Трампа же не поймешь, может и не окончательный, такой
ультиматум, который выставлен и будут действовать. Будут действовать очень сильно. Кто рядом с РФ, ну, может и для них, ну, как бы в первую очередь, как бы их это касается, что санкции будут там на Китай, на Индию, которые закупают нефть у России больше всего вот после санкций. Ну, также и, например, тот же Азербайджан, например, этим занимается. Ну, у ФСБ все нормально. ФСБ, конечно, выкручивается потихонечку. Я вижу, что ФСБ выкручивается. У военных российских, да, вот, они крайними остаются. Ну, в принципе, конечно же, хорошо, что военные российские, они преступники, людоеды самые настоящие. Это, они должны ответить за эти преступления, которые они совершают. Но с другой стороны, хозяин собаки, вот эта бешеная собака в лице вот этих военных российских, они, ну да, должны быть усыплены, например, или обезврежены. А что с хозяином, который такой же бешеный, или хуже, чем даже эта бешеная собака? Так с ними что делать? А ФСБ, вот они в очереди стоят, все сливают, там ботинки целуют, там, англичанам, американцам. А нам-то что от этого? Наши-то ботинки они не целуют. Ну, у нас нету томагавков. Оказывается, любят целовать тем, у кого томагавки. Когда развалится РФ, почему каждый не забирает свою исконно чеченские земли, а наши случаи уходят почему-то к Эрдогану, Ставрополь и Ростову. Речь не о выселении. Вот видите, вас не было. Вот здесь Ламберг появился, вот здесь ты, Мага, появился. Да, вас раньше здесь я не замечал, что вы мне писали комментарии, вы боролись за права чеченцев, за земли чеченцев. Вас не было. А теперь вы начали появляться здесь. Вот вопрос такой. Я как индикатор еще здесь сижу и наблюдаю. Как мы же должны забрать свое. Вот вы уже вбросы делаете. И сейчас уже эта тема обсуждается. Вот в моем лице начинается обсуждение. Что вот, это же нас, потом другой чеченец смотрит. Что этот Аслан говорит? Надо забирать свои земли. Это наши земли. И вот это все будет накручиваться. Это провокации, которые сейчас обсуждаются. Понимаете, сейчас обсуждать это даже провокация. Не говоря уже потом. Сейчас это цакрак, дочь, да, комментарий, я здесь, да, шаюга и да, аж долой, войн, ашумш дица, да, таджимал, да, ешаш пропагандиш, да, сейчас теперь агенч, да, я детиш и темш, мои тиши, что дух давиш, да. Так. Что отдавать, кому отдавать? У нас есть власть, она будет решать. У нас есть международное право, у нас есть власть. И я свое мнение сказал. Я категорически против этого. Чтобы сейчас мы это все обсуждали, говорили, что-то там делали. Уже ведут разговоры о ввозе до миллиона индийцев в РФ, так как работать некому. Как везут, так Михалков снимет продолжение «Танцор диска». Я думаю, они корейцев будут, северокорейцев возить. И, может, и индийцев тоже. Когда фильм снимали, много других известных было. Артур во дворе грушу для бокса повесил, и они ее там пинали. Он постоянно в шляпе ходил. Туам чех мацбельбу. Туами. Вей туамбуй. Уже на чех бельбу. Украине был туама. Шин шараки бабл мекшу. Шин шара и шараки бабл мекшу. Я хочу тебя понять, причем провокация. Так пойми тогда, зачем вот ты вот сейчас пришел здесь и начал это обсуждать. Вот тебя я с таким ником нигде никогда не видел. Вот сейчас, когда вот это стало актуальным, сейчас начали обсуждать, это Ставропольский край. Земли какие там мы претендуем, какие наши имеются. Это все, это будет обсуждаться.
Там это твое, это мое. Нам Россия очень много должна. И это наши территории, часть наших территорий. Это один вопрос. А другое дело изгонять население с этой территории. Понимаешь? Изгонять это население. Если там, например, Ставропольский край присоединяем там, к Дагестану, например, условно говоря, там проживает, например, больше населения русских, чем всего дагестанского населения. Например, я говорю. То если там демократия, то эти русские будут себе президента русского избирать. Ну, как пример я говорю. Понимаете? Тогда их нужно ограничивать, начнут тогда головы поднимутся. Надо ограничивать русских в правах. Это уже фашизм, это уже нарушение прав людей, понимаете? Этого нельзя допускать. Мы же не русские имперцы. Мы кавказцы, свободолюбивые, честно, нас угнетают, все. А вот тут мы решили, нет, теперь мы их будем угнетать. Нет, так не должно быть. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Сафахат. Героям слава. Ладно, друзья, я на этом свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра стрим у нас будет с Аядом Идиговым. Завтра у нас суббота на русском языке. Добро пожаловать. Herzlich willkommen, говорят немцы. Добро пожаловать к нам, значит, завтра. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Ойль.